Белорусский сегмент Ютуба активно развивается. Больше каналов, больше мнений, больше правды. Определенно настало время рассказать о тех, благодаря кому видео на белорусскую тематику становится все больше. Сразу оговорюсь, что в этой подборке не будет ни балконных воинов, ни клоунов для детей, которых с Беларусью связывает лишь паспорт и 6% аудитории. Какие законы вы в Беларуси? Придать нарушение огласке. Это если говорить кратко о канале Василий Телогрейкин. Известный прежде всего в среде автомобилистов борец за права водителя, с недавнего времени защитник прав и других наших сограждан. Опираясь на законодательную базу, блогер придает огласке нарушения со стороны сотрудников правоохранительных органов. Он считает, что проект Василий Телогрейкин выполняет роль ревизоров от гражданского общества. Александр Кондратович, так на самом деле зовут автора роликов, говорит, что развернул свою деятельность, чтобы повлиять на непрофессиональных или непристойных сотрудников ГАИ и милиции в целом. Я вас не боюсь. В прошлом сам милиционер, он проводил свое независимое расследование резонансной стрельбы в новогоднюю ночь, когда молодой сотрудник выстрелил в спину пьяному человеку якобы в целях самообороны. Естественно, что деятельность блогера не всегда вызывает симпатию у действующего режима. Даже лукашенковская газета «Советская Беларусь» опубликовала некогда компромат на Александра Кондратовича. Почему в Беларуси законы не равны для всех? Задается вопросом Андрей Паук из городского поселка Октябрьский. Всем привет, я Андрей Паук, хочу стать депутатом, поэтому вышел к людям спросить, какого человека они бы хотели видеть в депутатском кресле. На примере простых бытовых ситуаций блогер передает всю суть белорусской системы. Постоянная местечковая абсурдность, показанная в роликах на канале «Рудобельская показуха», с течением времени становится похожа на сериал. Сериал, который интересно смотреть. К слову, именно Андрей Паук является автором всебелорусского хита «Я из деревни». А этого блогера называли и приспособленцем, и проектом КГБ. Все за его активную позицию. Марат Минский на своем канале не просто поднимает общественно важные белорусские темы, но и предлагает свои решения насущных проблем. В комментариях под видео часто разворачиваются интересные дискуссии. Вестник войны – канал для тех, кто любит думать и анализировать. Автор простым языком рассказывает о том, что происходит с нашей экономикой, и указывает на конкретные проблемы в той или иной сфере. Власть Лукашенко – это сосредоточие той банды, которая сделала белорусов страшилищем не только для всей Европы. Банды, которая довела грабеж и казнократство до уровня исключительного. Банды, которая добилась позорного лидерства белорусов по суицидам, алкоголизму и разводу. Когда жалоба на чиновника или насилие милиции над стариками и женщинами сводится на нет казенной волоки. Лукашенко часто признавался в своих симпатиях к фашистской Германии и лично к Гитлеру. Даже его любимое выражение «пятая колонна» и «дети пятой колонны» принадлежит фашисту Франко. И мой канал – это воззвание к народу. Нужно посмотреть действительности в глаза. И я, в силу своих скромных сил, пытаюсь это сделать. Спасибо вам. Айтишник, экономист и по совместительству консультант по автоматизации крупного бизнеса рассказывает о том, что не так с белорусской экономикой и как это изменить. Иногда на канале поднимаются и бытовые темы. Если вам интересны ответы на такие вопросы, как кому принадлежит реальная власть в Беларуси или каково политическое будущее нашей страны, заходите на канал Николая Масловского. С совестью можно договориться. С Ютубом никогда. Название блога Сергея Петрухина «Народный репортер» говорит само за себя. Брестский борец за справедливость и автор множества роликов о коррупции в нашей стране снимает ролики на протяжении уже более 3 лет. Острые в региональном масштабе темы зачастую решаются именно благодаря народному репортеру. Канал интересный и достойный внимания. А вот эмоциональный автор канала «Сила справедливости» просто исчез. Последний ролик под названием «Белорусская демократия. Часть 1» датирован 18 сентября этого года. До этого видео выходили с завидной периодичностью, канал активно рос. Согласно описанию, это был блог для тех, кто хотел великого будущего для себя и своих детей, чувствовал необъяснимую тревогу за свою страну. И объективно один из самых лучших и активных YouTube-каналов нашей страны – белорусское поле экспериментов и самый известный их проект «Роторная жатка». Вот что ребята говорят о себе.
Сила действия равна силе противодействия. Появился декрет номер 3. В ответ ему появились мы. Мы – это те, кто не любит разговоры на кухне, не любит плакать и презирает занудство. Мы те, кто преодолевает свой страх и говорит громко. Вдохновение мы черпаем в том, что видят наши глаза. Чем жестче репрессии, тем сильнее мы. 10. 14. 5. 8. Наши цели просты. Не народ для власти, а власть для народа. Быть гражданином или оставаться народцем – это твой выбор. Будь смелым и наше возьме. Роторная жатка – это вам не обмолот. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и создавайте свои не менее интересные каналы. У вас все получится. Нет, у нас все получится.